Стукачем бути не хочу. 23-річний кримський татарин Куртомір Чалгозов розповів про те, як його вербували окупанти. У день обшуку та затримання 14 грудня Чалгозов не захотів докладно розповідати про питання, які йому ставили на допиті. Після затримання, закривши очі, його привезли, ймовірно, до підвалу будівлі ФСБ у Сімферополі. Там йому запропонували пройти допит за допомогою поліграфа. Силовиків цікавило, чи знає Чалгозов про вибух на газопроводі у селі Перевальне і чи знайомий з фігурантами цієї справи Наріманом Джелялом та братами Ахтемовими. Він заявив, що про цей вибух навіть не чув. Після поліграфа його прив'язали до стільця скотчем і дали 10 хвилин, аби вирішити, чи співпрацюватиме з ФСБ. Погрожували розпочати проти нього кримінальну справу і посадити до в'язниці за надуманим звинуваченням. Говорит, Путина любишь? Вот этот вопрос задал. Вот. Потом сидит, говорит, мы, говорит, твой телефон пролазили, говорит, про этот, посмотрели, говорит. Я забыл сказать еще когда в самом начале я сидел, у меня спросили, есть ли девушка, я говорю, девушка знакомая есть, говорю, общаюсь только вот за вот это сказал. И когда пришел, мы, говорит, пролазили, говорит, твой телефон, говорит, кто вот это, говорит, на фото. А я, сфотографировался с этой девочкой, я говорю, знакомая. А что, говорит, ты подарил, говорит? Я говорю, хотел приятный подарок сделать, там медведя подарил. Вот. Он говорит, просто так, говорит, медведя? Да, говорю, просто так. Вот. Говорит, а ты знаешь, что по российским этим, говорит, общаться с несовершеннолетними нельзя? Я говорю, я знаю, говорю, общаться, говорю, там можно, говорю, я же ничего противозаконного не делаю. Мы, говорит, если, захотим, говорит, сделаем так, говорит, что ты, говорит, за совращение несовершеннолетних можем посадить, говорит, от 15 до 20 лет. Я говорю, так за какое, говорю, совращение? Говорю, он, говорю, полиграф, давайте еще раз пройду, потому что я ее не трогал. Так, говорит, это не надо, говорит. Я говорю, а как, говорю? Я говорю, просто общение, говорю. Я, говорит, если надо будет, говорит, мы допишем, говорит. Вот. Мы допишем, говорит. И вот я, переживал то, что... Я говорю же, я когда туда ехал, я думал, в одну сторону еду. Я переживал, на тот момент, у меня никаких сил не осталось. Я переживал то, что навредят ее семье. Она говорит, мы ее, говорит, затаскаем так, говорит, у тебя, говорит, раскрутим это так по всему Крыму, говорит, что ты, говорит, посадят в тюрьму, говорит, и, говорит, ты, знаешь, по малолетке, что там происходит, говорит, если сядут, петухом, говорит. Вот так и сказал он. Вот, и, говорит, по гинекологам затаскаем. Я говорю, так к гинекологу, говорю, я с ней не просто общение, говорю, вот. Говорит, да, говорит, тесты, говорит, это все, говорит, делается, говорит, мы, если надо будет, допишем, тесты, говорит, проходят, там, говорит, психологическое какое-то, может, влияние ты на нее произвел. Я сижу, удивленный, вообще, как, вот из-за страха то, что навредят семье, я, говорит, если ты, говорит, у тебя 10 минут, говорит, 10 минут, говорит, думай, говорит. Или, говорит, у тебя жизнь, говорит, поменяется в худшую сторону, говорит, ты сядешь, говорит. Или, говорит, будешь работать с нами, говорит. И мы, говорит, будешь жить, как жил. Как бы нормально все будет. И под вот этим давлением, привязанный к стулу, мне, заставили, да, принять эти условия. Я подписался. Після згоди співпрацювати його розв'язали, зняли окуляри з очей та дали підписати документи про співпрацю з ФСБ. Дали агентське прізвисько. Потім навіть нагодували чебуреками. Ближче до вечора його підвезли до села Приморське поблизу Феодосії, де мешкає Куртомір. З моменту затримання родичі не знали про фактичне місце його перебування. Додому співробітники ФСБ повернули Чалгозова лише ввечері. На шляху додому записали
записали відео, що він не має претензій до силовиків. Після резонансної заяви іншого кримського татарина Нарімана Аметова, якого затримали у Старому Криму за аналогічних обставин, але катували струмом у будівлі ФСБ, Куртумір вирішив розповісти, що насправді відбувалося з ним після обшуку і на що він змушений був піти, аби уберегтися. Там что-то происходит, человека забрали там, и ходил такой разговор, если туда попадаешь, лучше не спорить и соглашаться, просто подписать, и, говорит, это после того, как выйдешь, как ты себя будешь вести, или молчать, стучать, или сказать все народу, чтобы все знали, то, что противозаконные такие действия происходят со стороны ФСБ. Вот. Понятное дело, я не хотел стучать, и я все рассказал, как было.